Жларбжаратпе пресс-центр Ауссура Яцнацой. Международный пресс-центр продолжает свою работу. Апснал комиссия Хадаханпеве Дмитрий Маршан и Ахзейтихуй, Асад Жохурз Зыбжастаху Ауапсера Архабхадзара Ахензанейху. Председатель Центральной избирательной комиссии Дмитрий Маршан объявит данные о ходе голосования и о явке к 15:00. Уважаемые гости, уважаемые журналисты, к 15 часам дня у нас по Республике Абхазия 43,5% проголосовало. Это общая явка на 15:00. Что касается по районам и округам, то по городу Сухум, первый округ, 37% проголосовало. По второму округу также 37%, по третьему 32%, по четвертому 42%, по пятому 29%, по шестому 43%, по седьмому округу 44%, по восьмому округу 28% и по девятому 42%. Что касается Гагарского района, 10-й округ, перед Гагарским районом хотелось бы отметить, что в целом по городу Сухум явка 38%. По Гагарскому району 10-й округ 44%, по 11-му округу 43%, по 12-му 37%, по 13-му 33% и по 14-му 52%. В целом по Гагарскому району 41,5% проголосовало к 3 часам. Что касается Гудаутского района, 15-й округ, 45% проголосовало, по 16-му почти 50%, по 17-му округу также чуть более 50%, по 18-му округу проголосовало 42%, по 19-му 46%, по 20-му 52% и по 21-му 53%. В целом по Гудаутскому району проголосовало 48%. Что касается Сухумского района, 22-й округ. Здесь у нас 48% проголосовало, в 23-м 52%. Что касается общей явки по Сухумскому району, то здесь цифра 50%. По Гульрипскому району 24-й округ 48% проголосовало, по 25-му 44%, по 26-му 50%. Общая явка по Гульрипскому району 42,5%. Что касается Ачамчирского района, 27-й округ, почти 48% проголосовало, по 28-му также 48%, по 29-му 52%, по 30-му 47%, по 31-му 55,5%, по 32-му почти 40%. Общая явка по Ачамчирскому району 47,5%. Что касается двух округов Тварчирского района, это 33-й округ 37%, 34-й округ почти 50%. Итого по Тварчалу и Тварчирскому району 41,5% проголосовало. Гальский округ 35-й, там проголосовало почти 55%. Как я вам сказал ранее, 43,5% проголосовало по всей республике к 15 часам, что составляет 57 854 человека. Что касается Москвы и Черкесска, то здесь в количестве в Москве к 3 часам проголосовало 1477 человек, по Черкесску 1282 человека проголосовало. К 15 часам такие результаты пока. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? К микрофону. Амелия Бисмарк, информационный сайт «Республика».
Поступает информация о том, что на участке в Черкесске есть нарушения. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, там было заактировано нарушение, где гражданин Республики Абхазия хотел дважды проголосовать, вот, но участковая комиссия отреагировала, акт составили и не дали возможность нарушить закон. Продолжается работа участка, да? Да, работа продолжается в штатном режиме. Коллеги, есть вопросы еще? Передайте нам, спасибо. Почти с самого начала избирательной кампании, значит, очень много журналистов, аккредитованных ЦИКом, вы об этом говорили. Скажите, пожалуйста, общее количество журналистов, которых аккредитовали, и есть ли среди аккредитованных журналистов иностранных либо местных, представляющих компанию АЦОН некую, и либо сама эта организация есть в реестре аккредитованных ЦИКом на этих выборах? Прошу прощения, значит, дело в том, что я в Центре избиркоме занимался в том числе аккредитацией журналистов. АЦОН как организация, либо какие-либо документы, нам неизвестно, мы ничего об этом не слышали, для нас это вообще... Мы так же, как и вы все, узнали о том, что что-то существует. То есть никакой информации или же регистрации не проходило, соответственно. Понятно. Скажите, пожалуйста, имеют ли право наблюдатели, находящиеся на избирательном участке от кандидатов присутствующие, либо их доверенные лица, производить фото- и видеосъемку избирательного процесса? Наблюдатели от кандидатов не имеют права фото- и видеосъемку проводить. На это имеют право международные наблюдатели. Они могут панорамную съемку, так же как и журналисты, сделать панорамную съемку или фотофиксацию. Вот. А наблюдатели от кандидатов нет у них такого права. Хотелось бы еще отметить, что во многих участках по Республике Абхазия наблюдается, что у многих наблюдателей есть желание сфотографировать дополнительные списки. Вот. Дополнительные списки, они в доступе должны быть. Участковые комиссии не должны запрещать ознакомливаться с этими списками, потому что они имеют право ознакомливаться, но не фотографировать, потому что там персональные данные, паспортные данные. Но выписывать в свой журнал то количество людей и пофамильно, имя, фамилия, отчество выписывать можно, чтобы дополнительные списки могли в штабе у того или иного кандидата сверить. Вот, поэтому мы обратились ко всем участковым комиссиям, чтобы, если, так как закон не разрешает фотографировать, но чтобы разрешали выписывать. Это сегодня очень актуально, потому что со многих районов ко мне делали обращение в этом отношении. Если позволите, еще один вопрос. Дмитрий Зурабович, значит, социальные сети пестрят фотографиями различных людей, которые, находясь в избирательной, в кабине для голосования, выбирая своего кандидата, делают фото и потом выкладывают у себя на страницах. Каким-то образом присутствующие на избирательных участках правоохранительные органы, сотрудники МВД, СГБ, прокуратуры, не знаю уж кто там на этот раз собрался, каким-то образом они могут реагировать на это? И как вы вообще можете регулировать подобные ситуации? Фото- и видеофиксация избиратели они не имеют права, кроме журналистов и международных наблюдателей, фотографировать, тем более документ, который ты заполнил. Вот, это говорит о том, что они нарушают правила тайного голосования. Вот, поэтому такие меры мы сразу предпринимаем через участковые комиссии. Вот. Они не дают возможность им воспроизвести, а если они успели сфотографировать свой бюллетень, тогда там же удаляют его. Ну, там, где утечка информации, это уже не от нас зависит, потому что могут тайно сфотографировать, и участковая комиссия может не увидеть этого. Но мы призываем всех, чтобы не нарушали правила голосования. Азара. Фатима Гергиев, Хабсу Телехопшра.
Излашәҳәазала асаат жәохә рзы ауааԥсыра зыбжьаасҭахьоу 1% инареиҳаны иҟоуп. 1% инареиҳаны иҟоуп зыбжьаасҭахьоу ауааԥсыра. Ишәҳәар сҭахын нас жәлабжьаратәи анаԥшцәагьы ара ҳрыҿцәажәон, аилагарақәа ҳәа акгьы аӡам ҳәа згәарҭон нас дара ахьаҟаз алхратә ҭыԥқәа рҿы. Ацентратә алхратә комиссиахь аилагарақәа ҳреспублика иааидкылан ҳахәаԥшуаз алхратә ҭыԥқәа рҿы аилагарақәа ыҟоуп ҳәа аӡәыр дыдҵаалахьоума абри аминуҭқәа аамҭазы, жәохә сааҭ рзы? Иҭабуп. Абривранза урыс бызшәала комментарий асцет ауааԥсыра акандидатцәа рҟынтәи анаблюдательцәа азин рымоуп ахҩылаара адополнительный список иалоу ауаа. Амала фотосахьа аҭыхра ҟалаӡом, убри аганахьала хәбаа-фбаа участкақәа рҿы ааԥхьара ҳарҭеит, ҳаргьы ҳахәаԥшит, дара ахҩылаара азин рымоуп. Амала фотосахьа аҭыхра ҟалаӡом. Убри аилагарас убриоуп иҟаз. Аха уи дырҽеит уа ҭыԥқәа рҿы. Поближе микрофон, пожалуйста. Да. Опять касается вопроса, связанного с Турцией. Вы знаете, что в аэропорту Адлера задержали гражданина Абхазии, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, и депортировали его обратно в Стамбул. В смысле, еще не депортировали, но он находится в зоне депорта. Это первый вопрос. И второй вопрос связан с Куджба, которого сегодня депортировали тоже с территории России на 10 лет. Мне интересна реакция ЦИК, особенно в первом случае. Я понимаю, что Куджба — это реакция МИДа должна быть, а не ЦИКа. Но вот по поводу первого случая, так как человек ехал в Абхазию, ехал на голосование, вот, сделали вы заявление, обратились вы к Элле Панфиловой, там еще в какие-то службы и органы. Что вы сделали? В данном случае ехал он на голосование или нет, нам неизвестно, но в любом случае наш гражданин, вот, и мы, Панфилова отношения это не имеет, это наш гражданин, вот, и с посольством мы связались для того, чтобы они, с посольством Абхазии в Российской Федерации связались для того, чтобы они выяснили, в чем причина депорта, вот. И как только нам будет об этом известно, мы вам сообщим. На данный момент выясняется, по какой причине и что было предъявлено. Вот. А что касается того, что Министерство иностранных дел, ну, я думаю, что они тоже свой комментарий сделают, но мы связь держим в этом отношении с послом Абхазии в Российской Федерации. Мы вам сообщим об этом. Есть еще вопросы? Коллеги, спасибо. Данные о ходе голосования и о явке объявим в 18:00.